Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Гаремные гадания из Турции для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какие двери открывает вам судьба? Что вам по судьбе откроется в ближайшее время? Мои дорогие, посмотрите на песочек. Можете мысленно либо вслух задать такой вопрос. Какие двери откроет для меня сама судьба? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможности ответить на все ваши вопросы, послать самую нужную, самую важную и самую необходимую информацию для вас. Итак, давайте же посмотрим для начала, какие двери, сколько этих дверей для вас откроется. Так. Ну, я вижу 4 двери для вас открываются. Одна уже практически открылась. Может быть, многие девочки, женщины, кто смотрит, понимают, что вот-вот, да, я войду в какое-то новое состояние, в новую жизнь. И 3 двери, они еще закрыты. Причем они идут одна за одной. Вот так идет ситуация. Вот, мои милые. У кого-то вообще прям переломный момент. Так, что-то у меня свечка потухла. Извините, пришлось перерваться. Я просто, когда гадаю, всегда зажигаю свечки. Они помогают, знаете, чистить энергию вокруг в пространстве и видеть более четко информацию. Так, смотрите, мои милые, тут у многих вот именно сейчас, в данный период времени, какие-то вот изменения уже, они ощутимы. Либо они начались, либо они вот очень-очень ярко чувствуются. Так, что я хочу сказать. Здесь у вас кошачья лапка вышла. Кошачья. Причем она такая, знаете, выпуклая. Эта кошачья лапка говорит о том, что ваша жизнь, она, ну, скажем так, под прицелом высших сил. Вам помогают, вас ведут и вам дают наставления. Да? Есть сила, которая вас оберегает. Может, вы действительно человек очень такой, знаете, любите, например, кошек. Да? Например, где я живу, вот в Турции, кошка считается очень таким, знаете, божественным, скажем так, животным. И люди верят, что если здесь кошечку там прикормить, ухаживать за ней, хорошо к ней относиться, то когда эта кошечка попадет в рай, то она скажет Всевышнему о ваших добрых делах, и вам это зачтется. То есть здесь явно я могу по этой лапке кошачьей сказать, что вы человек очень хороший, очень добрый. И в своей жизни вы сделали очень много дел хороших, нужных, полезных. И вам это уже зачлось именно сейчас, при жизни. Да? Не когда-то там потом, а именно сейчас. И вот эти 3 двери, они для вас как награда пойдут, понимаете? Вот так вот идет. Потому что лапка, она как раз, вот видите, у нее с 3 двери она и начинается. Вернее, со 2 двери. Так, а 1 дверь, это, ну, это ваша судьба, понимаете. Вы должны были в нее войти. Да, и может быть сейчас даже вот момент просмотра, это вы входите в эту новую дверь. Да, вот именно какое-то у вас идет прям очищение. Тут как человек сам себя чистит. Понимаете, так вот идет. А здесь еще я у вас вижу птицу, чайку. Чайка у нас очень крикливая, и она всегда вестник перемен. Понимаете, вот перемены в вашу жизнь, они входят они как-то, ну, может быть, не совсем так быстро, как бы вам хотелось, но тем не менее, эти перемены, они надолго, они навсегда, они к лучшему. Вот так вот, мои дорогие, понимаете. Кто сейчас в тяжелой ситуации, кто переживает, думает, что все там в жизни ладится, знайте, что все будет меняться. Причем очень, ну, может, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее это будет вам во благо. Так, смотрите, еще один момент. Дом, ваше жилище. Я не знаю, я вижу, что многим не нравится. Многим не нравится их жилище. Многие хотели бы там поменять, расширить, увеличить, приобрести, например. Да, может, кто-то сейчас на съемном находится. Но, мои дорогие, я хочу сказать вам так, что время пока на это дело не пришло. Вам нужно дождаться именно того самого правильного случая. Вас судьба сама подведет. Вот честно, подведет вас к этой ситуации. Пока эта дверь вам недоступна, она пока для вас закрыта. Так, здесь момент того, что
звезда над вами горит, но она пока в форму звезды не образовалась, да, она пока у нас такая больше на Луну похожа. Луна — это все-таки знак тоже перемен и знак смутных событий, да, скажем так, в жизни. Когда под Луной, понимаете, оно не четко, не ясно, и Луна, она всегда искажает. Она может нести какие-то фантазийные вещи в себе, так и вещи, заставляющие нас сомневаться. Не попадайте под эту Луну. И, кстати, вот здесь вы вышли у меня вот такой прям худенькой, да, и с поникшей головой. Мои дорогие, не отчаивайтесь. Правда будет на вашей стороне. Кто сейчас под каким-то гнетом проблем, под какой-то несправедливостью, какими-то плохими ситуациями, вы должны понимать, что правда будет над вашей стороне. Над вами еще взойдет ваша звезда. Дайте времени. Просто время это оно тяжелое, я понимаю, но оно лечебное, скажем так, да, это вот такие, ну, достаточно болезненные, да, процедуры, но они в пользу, во благо. Понимаете, где-то может что-то нужно проработать, где-то нужно что-то вот осознать. Пока идет так. Так, и еще момент того, что вы перед закрытой дверью. Многим кажется, что все, выхода нет, двери все закрыты, все возможности потеряны и упущены. Да, где-то вы, может быть, какую-то ошибку совершили в своей жизни. Вы теперь это все понимаете, вы теперь это осознаете. Но вы должны понимать, что на самом деле у вас только глаза закрыты. Видите, у вас вот этот барьер только перед вашими глазами. А руки у вас свободны, и ноги у вас свободны. Да? Вам нужно идти. Понимаете, какой момент? Вы сами себе блокируете, да, вот вход в эту дверь, которая уже перед вами открыла, да, судьба. Вы закрыли себе глаза и говорите, ну что ж, я ж ничего не вижу, да, ничего, выхода нет. Я в таком, не знаю, там закрытом помещении. На самом деле все не так. Выход есть. Откройте глаза, не бойтесь, идите вперед. У вас есть возможности. Хотя бы не видите дорогу, да, может она скрыта от вас, хотя бы на ощупь идите. Понимаете, главное, не стойте. Вот такая идет ситуация. Так, теперь давайте же смотреть на эти двери. Что у вас за двери? К чему они вас поведут? Давайте так, первая дверь. Ваша первая дверь, к чему она? Так, ой, опять кошачья лапочка. Ну что ж вы, мои милые, добрые девочки. Кошачьи лапки у нас тут. Так, за вашу доброту, за ваше доброе сердечко, за вашу ласку, за ваши хорошие поступки, за вашу жертвенность. Понимаете, здесь девочки жертвенные. За это вам дают хорошую работу, хорошую денежку, да, реализацию вам за это дают. Первая дверь, которая у вас в будущем откроется, эта дверь связана именно с вашей какой-то вот, жизненной, да, рабочей реализацией. Здесь у вас новое предложение, я вижу, и новую возможность. Смотрите, о чем это говорит? У кого-то, да, вот как пример я вам привожу, у кого-то есть увлечение, у кого-то есть хобби, кто-то вот хотел бы что-то вот такое заниматься, да, с каким-то своим увлечением. У вас, мои дорогие, это мало того, что получится, так это еще даже вам и прибыль принесет. Так что, дорогие, не сомневайтесь и вперед занимайтесь. Это вам вот прям награда от высших сил. Мало того, еще вот этим делом вы, не то чтобы даже там денежку заработаете, вы, во-первых, признание получаете, и второй момент, то, что вы, как-то высшим силам службу служите, я уж не знаю, да, может, вы там эзотерикой займетесь, да, либо вы там, не знаю, какую-то терапию для людей будете оказывать, да, массаж, может быть, не знаю, какую-то медицину народную вы будете предлагать людям. Понимаете, я вижу, что от вас польза, от этой двери, мало того, что вы реализуетесь, вы получаете свое удовольствие, вы получаете денежку, так еще и пользу людям несете. Вот такая идет ситуация. Здесь у нас змея, но змея как символ лекаря, понимаете, лечите. Вы лечите и созидаете. Понимаете, тут лечение может быть души, лечение может быть тела, полезно, да, а кто-то, например, там тренинги какие-то будет проводить и учить там других людей своим каким-то знаниям, своему опыту. Это тоже вот прям знание. Вот, мои дорогие, это очень замечательно. Эта дорога у вас прям вообще, она и длинная будет, и сытная будет, и она вам, как говорится, зачтется. Я вижу вас как последователи, ученики, да, либо вот фанаты вашего дела. Здесь есть люди, которые на вас смотрят, от вас ждут. Им очень важно ваше, может, одобрение получить, может быть, с вами пообщаться. То есть вот такая идет ситуация.
И вот эта дверь, она вот с вами практически навсегда остается. Так, давайте теперь посмотрим вторую дверь, да? Какая у нас вторая дверь? Какая вторая дверь? Какая вторая дверь будет? Так, вот, а тут интересно. Здесь вторая дверь у нас о путешествиях, о росте и о путешествии. Мои дорогие, здесь у кого-то может даже и переезд быть очень серьезный, такой, знаете, прям переезд в другой город, другое место, в другую точку страны, в другую точку мира, да, на другой континент. Вот такая идет ситуация. Переезд этот очень значимый, очень такой для вас прям... Понимаете, это как шанс заново родиться. Вот так вот идет. Бояться не стоит, и нужно на это идти. Так, у кого-то переезд в другое место. Это может быть там не другая страна, да, другой дом, другой район. Да, вплоть до того, что, например, вы жили в квартире, переезжаете в частный дом, либо наоборот, из частного дома в квартиру. В любом случае, переезд, перемещение будет для вас вот очень полезным и очень даже, вот знаете, несет в себе позитив именно для вас, для вашего будущего, для вашего состояния. У кого-то, кстати, этот переезд будет связан с тем, что человек меняет свой статус, да, вот. Может быть, там для работы, для семьи это будет важно, и вы переезжаете. В любом случае, вот этот переезд, он пока у вас в перспективе, да, эта дверь у нас вторая, по времени она позже пойдет, вы пока у меня в горизонте лежите, вот она, вы какая красивая, видите, в каком невероятном красивом платье, и перед вами столько много возможностей открывается. Вы в руках держите вот этот цветок, который дает очень много всяких вот, ну, лепесточков, веточек, да, и еще вот будущее для ваших, например, детей, либо для вашего, ну, скажем, рода, да, идет как будущее для тех, кто меньше, чем вы, понимаете, вот так идет. Здесь я вижу у вас поддержку за спиной, то есть вы это делаете не в одиночестве, кто-то вам помогает, кто-то вам поддержку оказывает. И это не только высшие силы, но и, например, люди, которые будут вам этими высшими силами посланы, да, в помощь, в назидание. И вы смотрите, вы делаете какой-то просто невероятный путь. Из ничего вы превращаетесь вот просто в такую прекрасную деву, да, которая вот... Знаете, вот она объемная. Эта картинка, рисунок, он объемный. И он говорит о том, что это прям во благо, в счастье. Вдавленные рисунки, они больше негатив несут. Объемные, они позитивные. Вот прям так идет. Так, еще я вижу, что ситуация, когда вот вы грустили, тосковали, что у вас там, ну, может, дома своего нету. Вот кто без дома, кто нуждается в жилье. Видите, вы просто стоите, голову склонили и слезы льете, да. Эта ситуация, она переворачивается. Понимаете, все у вас пойдет прекрасно. И у вас будет возможность кинуть вот этот якорь. Понимаете, якорь, заякорение у вас пойдет на новом месте, там, где вы будете находиться, там, где вы будете жить. Непонятно, у меня песок все время просыпается. Так. Еще я вижу хороших соседей, добрых друзей. Да? Вот там, где вы будете в будущем жить, у вас будут хорошие соседи. Эти соседи будут вам не только соседями, но и хорошими друзьями. Вас будут поддерживать, уважать, помогать. То есть прекрасные взаимоотношения с людьми, которые по соседству, которые рядом. Ну, не знаю, как вы к этому отнесетесь, но я считаю, что соседи — это очень важно, и хорошие отношения соседские тоже важны. Друзья, у вас вот прям, знаете, как много новых друзей. И мало того, что они друзья, они еще как, ну, любимые друзья. И у вас прям с этими друзьями прям, ну, сердечность. Вот здесь маленькое сердце, прям сердечность у вас с ними будет. Понимаете, они станут родными. И это очень замечательно. Так, давайте теперь посмотрим на вашу последнюю, третью дверь, которая для вас откроется. Так, ну-ка, что у нас с третьей дверью? О чем же третья дверь у нас поведает? Что с третьей дверью? Так, ну третья дверь — это у нас любовь. Это любовь, это пара, два человека, которые соединятся единой дорогой жизни. Здесь, конечно, и семейный очаг вышел, и исполнение вышло, и предписание судьбой вышло. Мои дорогие, ну, как хотите, ваша последняя дверь, может быть, по времени она будет самая отдаленная, но она говорит о семейном счастье. Для тех, кто одинок, кто в поиске. Да, немножечко придется подождать, придется себя где-то реализовать, где-то возможности какие-то найти. Потом у вас будет переезд и
найдете вы свою любовь. Может быть, даже уже переезд и с любимым человеком, да, и уже семья ваша, вот эта вот парочка, вот это единение, вот этот счастливый дом, он уже будет на новом месте. Вот так происходит. Для тех, кто, например, в паре, в отношениях, кто сейчас, скажем так, замужем, здесь у вас, тех, кто, например, замужем, да, может быть кризисная ситуация, кризисная, потому что у вас над головой есть змея. Понимаете, она вот такими кольцами свелась, но она над головой, над вашей крышей вот сидит эта змея. Может быть манипуляции, может быть вмешательство, может быть, ну, скажем так, обстоятельства такие складываются, что вам сейчас вот как-то отношения не строятся. Да? В любом случае я вижу большинство людей, кто посмотрит именно это гадание, вот как будто бы отношения не строятся, как будто бы личная жизнь немножечко хромает. Да? Либо вы не знаете, стоит ли менять, да? Там, например, вы замужем, хотели бы развестись, да? Либо отношения вот с любимым человеком в тупик зашли, либо где-то в чем-то вас не устраивает. То есть здесь явно есть какой-то хитрый момент, вот именно в этой змее. Эта змея хитрая, понимаете, она, во-первых, свелась, во-вторых, она давит. То есть это либо манипуляция, либо чьи-то вмешательства, хитрые причем вмешательства на ваши семейные отношения. И, возможно, благодаря тому, что вы сможете переехать, уехать, вы избавитесь от вот этой змеи, которая на вас очень сильно влияет и которая подавляет ваше счастье. Вот так вот идет. То, что вы будете в паре, то, что вы будете счастливы, то, что у вас будет крыша над головой, то, что у вас будет свой собственный дом, свое место силы и общий очаг с человеком, да, вот семейный очаг, это точно. Мои дорогие, тут сомневаться и не надо. Здесь, конечно, у вас соединение такое, знаете, вот с этим человеком будет не только сердцами, но и душами. Это просто замечательно. И смотрите, на вашем доме, здесь, смотрите, неприятные моменты, вы сможете вот так отгородиться от этих неприятных моментов, чтобы никто уже к вам не лез и не мешал. Человек, вот этот змея, я его вижу здесь. Вот этот человек, он у вас вышел. Этот человек, он по правую сторону, да, и он, скорее всего, вам... по левую сторону, и он, скорее всего, вам, не настоящим другом прикидывается, да, втирается в доверие. Кстати, этот человек может быть кто-то из семьи, да, такое тоже бывает, когда люди в семье могут и ревновать, и как-то неадекватно реагировать, но, тем не менее, мои дорогие, эта ситуация, она раскроется. Она раскроется благодаря тому, что вы переезжаете, уезжаете. Вы, во-первых, сохраняете свой семейный очаг для тех, кто в паре, в отношениях. Для тех, кто нет, вот этот человек все равно он как-то на вас влиял, манипулировал. Может, бывший, может быть, кто-то из семьи тоже мог. Такое тоже бывает. Так что, мои дорогие, вы избавляетесь. Но при этом, смотрите, здесь новый человек в вашу жизнь входит, появляется, который уже будет либо членом вашей семьи, да, либо там ребеночек у вас родится, либо там, например, там ваш сын, дочка там замуж пойдет, женится, да, приведет вам нового члена семьи, и этот человек будет хороший. Он, кстати, принесет вам какое-то достижение, какой-то успех. У него в голове как будто бы стрела такая есть, да. И стрела у нас всегда на достижение, на успех. И видите, она повернута именно в сторону семейности, в сторону соединения. То есть, кстати, от этого человека, да, либо родит вам невестка прекрасного, внука, внучку, которые вот будут, скажем, продолжать ваш род, либо этот человек, да, вот он принесет такие какие-то сильные стороны со своего рода, да, какие-то сильные гены принесет. В любом случае, этот человек, он тоже, вот, понимаете, не просто так в вашу семью попадет, он попадет как во благо. Что хочу сказать на будущее, да, вот эта змея, да, она притаилась, понимаете, она притаилась. Всегда старайтесь быть именно в своей семье, не доверяйте другим, даже пусть самым и там, не знаю, близким людям, там, родственникам, которые там могут манипулировать чувствами, манипулировать любовью, которые могут ревновать, особенно ревность, будьте очень аккуратны, потому что отношения, они же, понимаете, их очень сложно создать, они очень хрупкие, но разрушить, вот, особенно если в вас посеет зерно сомнения, очень легко. Вы и сами будете переживать, будете там
себя накручивать и, скажем, своему партнеру тоже жизни нормальной не дадите. Избегайте вот именно таких манипуляций. Если понимаете, что кто-то вот, ну, с такими мыслями, разговорами заходит к вам, ну, блокируйте. Блокируйте, говорите, что все, не хочете, чтобы вы там поссорились, поругались, лучше мне об этом говорить не надо. И тогда будет у вас все хорошо, будет прям все прям как так и надо, да. Мои дорогие, прекрасные двери вам открываются. Главное то, что я увидела, что первую дверь, которая вот сейчас перед вами открылась, это дверь перемен, трансформации, вы уже входите. Осталось совсем чуть-чуть, да, вы ее пройдете. А 3 следующие двери, они просто замечательные. Они несут вам сплошной позитив, сплошной рост, достижения и счастье. Мои милые, желаю вам поскорее пройти все эти двери и получить все то, что вы по жизни заслужили. Добра, счастья и любви вам. На этом все. Мое гадание закончено. Всем пока-пока.